Привет, я Максим Кардозу, и это Кардозу Ньюс, и сегодня в выпуске новый скандал от мэра Вилюйска, улетающие елки, и еще будет конкурс красоты среди коров. Ну, еще кое-что. Ну что, барды-быдышки? Ну что ж, друзья, наверное, очень многие теперь знают уже пару лет, что в Якутии есть не только Якутск, например, и мирные там алмазные столицы, но и такой городок, как Вилюйск. Ну а прославляет его мэр Нургустан Афанасьев. Это тот человек, который, конечно же, привлекает в себя огромное количество внимания со стороны представителей СМИ, что не высказывание, то какой-то скандал, и обычно не в очень позитивном это все ключе. И вот он выступил с новой инициативой, он написал большое письмо к предпринимателям города для того, чтобы они выделили деньги от 2 до 10 тысяч рублей, в зависимости от крупности компании, на оформление города новогоднее, то есть там будут елки, гирлянды, какая-то фотозона в центре города. Вот он говорит, что вот самостоятельно администрация не может потратить деньги, потому что в бюджете есть задолженность кредиторская почти 9 миллионов рублей, я хочу сказать на минуточку. Вот. Ну а праздника все-таки хочется, особенно в этот сложный год, так сказать, проводить красиво 2020, чтобы потом не вспоминать. Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго жду. Новость эта появилась на ресурсе Сахадей, там приводится свой какой-то анонимный источник, в общем-то. Ссылочку я оставлю в описании, можно будет ознакомиться с оригиналом. Сразу же начали появляться, конечно же, комментарии на эту новость, что, блин, это похоже на такое принудительное вымогательство, ведь предприниматели не могут просто отказать. И в это сложное для них время, когда они сами требуют поддержки от государства в пандемию, от них еще что-то там хотят. Вообще в самой инициативе лично я, когда администрация обращается к бизнес-сообществу за помощью, нет ничего особенного. Ты чё несешь? Так делают не только там в Якутии, в Вилюйске, в России, так делают по всему миру, когда мэры выходят и просят бизнесменов помочь. Это может быть какая-то благотворительность или другая какая-то иная помощь в организации тех или иных процессов, а на формирование какого-то праздничного бюджета вообще, мне кажется, миллион раз так делали. И здесь, наверное, вопрос больше к самой личности, да, Нургустана Афанасьева и с его бэкграундом и с флером, который образовался вокруг него очень негативным и скандальным, потому что он участник огромного количества каких-то не очень приятных историй. Например, мы все помним, что в прошлом году он выгонял из администрации съемочную группу моих коллег из Якутии-24, потом натравил на них полицейских, не хотел отвечать на вопросы по поводу строительства или некачественного строительства дорог. Потом он, значит, судился со своим бухгалтером, говорят, была такая история. Потом он подал в суд на КВНщика, который пошутил. Да, во время соревнований, во время КВНовского мероприятия человек пошутил со сцены, и это не понравилось мэру, и он подал на него в суд, там 100 тысяч просил, и извинений еще, блин. Я должен в присутствии жителей, публично выступая, признать дефамацией, порочащей честь и достоинство Афанасьева Нургустана Владимировича, распространенной мною 10 января 2019 года в Центре досуга Алгыс, признать незаконным использование его фотографии и имени. Ну, это, конечно, все сформировало образ очень обидчивого чиновника, который совершенно не понимает, может быть, в современных процессах, которые идут вокруг, и что нужно относиться, наверное, ко всему попроще. И сейчас все больше же говорят с телевизора, что от всех требуют, особенно от государственных деятелей, такой открытости. А этой открытости у него совершенно нет. И вот очередное его высказывание или просьба, она воспринимается в штыки именно из-за этого. Если бы это сделал какой-то другой мэр какого-то другого города, то никаких бы вопросов к нему не было. Но здесь я вообще не защищаю, конечно, его ни в коем случае, потому что он сам виноват, что сформировал вокруг себя вот такой шар негатива. И когда любая его инициатива воспринимается в штыки. Мэрская тема продолжается, друзья, и, наверное, фору Нургустану Афанасьеву в нашей республике может дать, конечно же, Сардана Аксентьева, который по популярности просто может затмить любого человека, не только в республике, но и в стране. Ее печатают вообще в Форбсе как одну из самых влиятельных женщин-мэров на всей планете. Она в одном ряду там с мэрами из совершенно других развитых стран.
И, конечно, Сардана Авксентьева — это тот человек, который вокруг себя умеет формировать очень классный, позитивный информационный тон, и все журналисты будут в восторге. Вот буквально за несколько месяцев вышло огромное количество интервью с самыми ведущими журналистами в нашей стране, где Сардана Авксентьевна прекрасно выглядит, прекрасно говорит. И буквально недавно она выступила с новостью, что хочет продать здание мэрии. Эта новость, мне кажется, прозвучала как какой-то атомный взрыв просто. Такого не ожидал никто, как можно продать здание администрации города, стоящее в центре столицы республики. Ну вот такая появилась инициатива, и эта новость, она продолжает как-то развиваться, и на этой неделе появилась информация, что КБ «Стрелка», конструкторское бюро, это одна из самых знаменитых компаний в нашей стране, которая занимается благоустройством, градостроительством, архитектурными какими-то проектами очень крупнейшими. На их счету куча разных реализованных проектов по благоустройству не только Москвы, но и других городов в регионах, а также у них есть заграничные проекты. Например, один из самых больших — это здание новое университета в Тель-Авиве. Ну ладно, если вы хотите побольше узнать, сами, я думаю, найдете информацию про это КБ. И, значит, они предложили мэрии Якутска абсолютно бесплатно, безвозмездно поучаствовать в конструктурировании нового здания администрации города Якутска. Я так понимаю, какой-то концепции еще точной совершенно нет, что это должно быть. Но я, как предполагаю, должно быть современное здание, причем недорогое, чтобы его можно было быстро и дешево построить из каких-то экологичных материалов, может быть, с соблюдением всех современных тенденций, опять же, там и экология, и система умного города и так далее и тому подобное. Может, здание будет перерабатывать как-то энергию, но ведь для таких мощных, больших проектов нужны деньги, а ведь здание в центре города продается для того, чтобы эти деньги не тратить на новое здание, а пустить в другой оборот. В общем, что это будет в итоге за архитектурное решение, тоже очень интересно. И вопрос же в том, вопрос не в том, что вот КБ «Стрелка», эти московские архитекторы, они предлагают свои услуги бесплатно. Интересно, что они предложат, и сможет ли администрация Якутска эту идею действительно реализовать так, как она задумана, и не вкладывать огромное количество денег. И еще у меня есть несколько мыслей по этому поводу, по поводу продажи здания. Если честно, мне до сих пор не верится, что эта идея, она действительно будет реализована, и мэрия Якутска переедет куда-то из центра города. Конечно, с одной точки зрения, в этом, может быть, есть смысл. Да, я читал, что мэрию хотят переселить, например, в 17-й квартал. Мне кажется, можно было бы логичнее поступить и не так безболезненно перенести, например, или построить это новое здание где-нибудь в Залоге. Это и близко к центру, но район тоже требует больших вложений коммуникационных для того, чтобы его развивать. И появление мэрии города в таком не очень благополучном районе, да, с точки зрения, ну, как бы, Якутска, как 17-й, например, квартал, это же развитие, это создание новых точек притяжения в итоге, вокруг которых будет формироваться новый какой-то центр. И для любого города современного это очень важно, потому что туда за мэрией могут прийти девелоперы, строить там здания, строить магазины, там будет появляться жилье, может быть, появится парк, там что-то еще интересное. И город будет формироваться и развиваться планомерно. И, наверное, в этой идее вот есть доля какой-то справедливости и правды. Если это будет действительно хорошо реализовано, то только флаг в руки, но все равно это же звучит все как немножко такая авантюра, и как это будет реализовано, только время покажет. На этой неделе Якутия попала практически во все федеральные новостные повестки. Слава богу, друзья, наконец-то с позитивным посылом. Многие федеральные СМИ рассказали о том, что в Якутии зажглась новогодняя елка, и она была первой в стране. Кадры, которые зарядят предновогодним настроением. В Якутии зажгли самую первую праздничную елку в России. В этом помог повелитель зимы Чисхан. И об этом рассказали и Rush Today, и Первый канал, и Россия-24, и другие различные крупные СМИ. И здесь нужно похвалить, наверное, республиканские власти за то, что вот они продвигают вот этот вот фестиваль. Зима начинается с Якутии, все больше в массы, о нем все больше говорят, и он начинает приобретать какой-то масштабный всероссийский проект. Это же круто. Дальше, как его будут реализовывать, посмотрим. Это же новые туристические маршруты, гости и так далее и тому подобное. В общем, это классно.
Ну а пока на федеральных каналах радовались, как в Якутске красиво сжигается елка, другие маленькие, но очень популярные СМИ в интернете начали писать о другой елке, которую зажгли в Якутии, но на севере, в поселке Тикси. И это самая экстремальная, наверное, елка, которая существует сегодня в стране, потому что ее зажигали при порывистых ветрах, при порыве ветров 35-40 метров в секунду. Я даже не могу представить, как это выглядит там с людей, которые радостно вокруг этой елки хороводили. Чуть ли костюмы эти новогодние не слетали с них. В общем, администрация говорит, ничего не нужно бояться, действительно, елка закреплена, у нее такое серьезное основание, и все сделано для того, чтобы она выдержала вот эти вот экстремальные условия, которые есть в Тикси. Да, это порывы ветра, это пурга, буря, снежные какие-то завалы и так далее и тому подобное. И эта елка, наверное, еще защищать людей. Вот они во время бурана, наверное, можно схватиться, чтобы не улететь. В общем, сказали, елка никуда не улетит. И тут как бы напрашивается параллель с Вилюйском. В Вилюйске не могут установить вообще елку на средства администрации, а в Тикси ее не только установили, но установили такую, которую вообще апокалипсис не страшен, там потоп, буря, не знаю, оледенение, метеориты, а эта елка будет стоять. Ну и для Тикси это тоже важно, потому что какая-то позитивная повестка этому поселку она не помешает, потому что о нем все-таки привыкли говорить, особенно в российском сегменте интернета, как об очень плачевном таком месте, умирающем. Понастроили, кинули и все. Не раз туда блогеры приезжали, показывали вот эти вот полузаброшенные дома, пустые улицы. В общем, не весело. А вот там, оказывается, умеют люди веселиться и радоваться жизни. И еще немного позитива. Друзья, в Чурапчинском Улусе инициативная группа уже не первый год проводит конкурс красоты среди крупного рогатого скота. Выбирают самую красивую буренку, в общем. Могут победить и самцы, как это оказалось в этом году. Конкурс этот проводился среди односельчан обычно, но в этом году решили расширить географию из-за пандемии. Конкурс стал виртуальным, и со всей республики люди начали присылать фотографии своих коров. Причем подходили они очень креативно к их нарядам, костюмам, фотографиям. В общем, забавно это все выглядит. Победителями в итоге стали быки-близнецы из Татинского Улуса. Ну и вообще это все символично, потому что следующий год он будет годом быка. Ну и вот так вот они, организаторы этого конкурса и участники, символично встретили. Ну, встречают Новый год. Уже подготовка, друзья, должна быть полным ходом к 31 декабря и к тому, как вы будете встречать 2021 год и провожать 2020. Ну, а на этом у меня все. Традиционно лайки, комментарии, колокольчики, подписки. Вы все знаете, друзья. В общем, всем пока и спасибо.